Ребята, всем привет! Значит, сегодня выбрались на Гадовое озеро, так называемое, в черте города Саров. Посмотрим, есть ли там замор рыбы, потому что на протяжке вся рыба погибла. Посмотрим, какая обстановка там. Значит, попробуем собрать березовый сок. И если там рыба не умерла, попробуем ее даже половить. Ну все, пошли. Так, ребята, ну что, значит, оказалось не так просто в этой местности найти нормальную березу. Здесь какое-то заболоченное место, много гнилых берез, сухих. Но у нас как бы по маршруту, не знаю, дальше будут хорошие березы или нет. Не хотелось бы тащить 10 литров березового сока издалека. Поэтому попробуем поставить на этой березе. Были вопросы, как я собирал сок. Я выкладывал небольшой ролик в инстаграме. Для этого нам понадобится бутылка 5-литровая в данном случае, капельница медицинская. Купил в аптеке, стоит 12,50. В крышке сделал 3 отверстия. В два отверстия продел капельницы и одно отверстие для того, чтобы не создавалось разрежение в бутылке. Ну и 2 капельницы для того, чтобы быстрее капало. Отверстие проделывал сверлом 5,5 мм. И в березе мы тоже будем делать отверстие этим сверлом. Значит, что еще-то, наверное? Ну все, наверное, сейчас поставим. Где-то вот на таком вот уровне бутылку поставим вниз, накрутим крышку и начнем собирать. Здесь вот такие вот штучки, они как раз по размеру сверла. Сокодвижение есть, поэтому я думаю, нам удастся собрать березовый сок. Как правило, сокодвижение прекращается, когда появляются листочки на березе. Сделаем еще одно отверстие рядом под небольшим углом, чтобы легче стекало. Урона мало, дерево наносится. Да, и дереву приносится небольшой урон. Потом, когда мы, значит, снимем капельницу, отверстие заделаем веточками. Ну, срежу веточку небольшую и сделаем чопики. Тем самым заживим ранки. Вот, на обратном пути. Забыл взять нож. Но, надеюсь, есть у Юрика. Вот, сейчас попробуем найти еще одну подходящую березку и таким же способом поставим еще одну 5-литровую бутылку. Ну, надеюсь, было понятно. Все, наш маршрут продолжается в сторону Гадового озера. Ну, это такое просто народе здесь название. Все, пошлите. Пока ставил вторую бутылку, здесь уже накапало у нас, ну, я думаю, пол-литра точно накапало. Сейчас специально для этого я взял бутылочку маленькую, перелью туда сок. Погорячился я, конечно, с 0,5, но вот уже сколько накапало.
Чистый. Ну, желтые текет. Вкуснотища. Все, побежали. Погода сегодня вообще отличная, тепло. Значит, обработались от клещей, репеллентами какими-то побрызгались. Очень много клещей. Юра гуляет с собакой, у него большая собака, и он, как никто знает про клещей, говорит, в этом году клещей как никогда много. Нужно будет по приезду домой проверить себя на наличие клещей. Все, пошли. Сморчок. Юра нашел сморчок. Вот такие грибы я ни разу не собирал. Юра специалист в разных вопросах, поэтому сморчки, все он это знает. Ну все, побежали. А то нам до пруда еще далеко, а мы никак не дойдем. Так, Юра посоветовал мне одеть все-таки резиновые сапоги. И это было не зря, потому что хорошая дорога перестала быть хорошей. И здесь уже вот заболочено. Попадали деревья, на машине уже не проехать. Хотя, ну, когда расчищено, здесь все делают джипинг, шмипинг. Там на УАЗиках, на Нивах сюда ездят. На велосипедах. Зимой на лыжах здесь трасса. До озера там они ходят. Но сейчас завалено, конечно, нужно все это дело чистить. Будем сейчас вот как-то вот так вот делать. Опа! А вон там вообще лежит огромадный ствол. Здоровущий. Да. Птички поют. В следующую неделю тоже передают, тепло будет. Сейчас нерестовый запрет, поэтому с рыбалкой сейчас пока не получается у нас. Штрафы большие. Да, здесь вон какая упала огромадная дубина. Но я думаю, что найдутся люди, которые это все почистят. Опа. Ну, дальше снова хорошая дорога. Сморчки, ребята. Значит, Юра глазастый. Вот один даже сбили ногой. Не знаю, вот. Я вообще первый раз вижу такие вещи. Вот это вот сморчки, я не знаю, можно даже в пакет, наверное, сложить. Пакет есть, будем собирать? Сморчки. Короче, есть возможность насобирать сморчков, ребята. Вот прям с одного места еще вот целая кучка. Крутяк.
Прям не отходя от тропинки, очень много сморчков попадается. Можно при желании набрать. Но я ни разу не собирал и готовить их не умею. Посмотрим, может быть, на обратном пути мы там вот кучку позбивали, еще, может быть, найдем, может быть, возьму домой. Но это посмотрим еще как бы. Как говорится, но это не точно. Но сморчки есть. Мы находимся вообще как бы тут, наверное, я не знаю, Мордовский государственный заповедник, либо мы его немного касаемся, он тут рядом, но здесь есть и лоси, там и зайцы, и волки. И даже медведи уже здесь по весне выкладывали видео. Медведи есть. Ну, ходят как бы. То, что они есть, это факт. А на самой территории города уже тоже видели медведей. Много лис. В прошлом году они тут прям по городу бегают. Никого не боятся. Так что можно здесь встретить кого угодно. Лоси тоже как бы стабильно выходят на городские пруды пить воду. Раньше, когда я был маленький с кудрявой головой, они, мне кажется, прям ну, в черте города с мусорных контейнеров ели. Потом их маленечко вывезли, разогнали, а так по городу раньше ходили. Тоже куча фотографий старинных есть с лосями в черте города. Сейчас он там пробежал, какой-то зверек впереди. Или птица большая пролетела очень низко, не понял. Так что здесь кого только нет. А у нас, я не знаю, ни ножа, ничего нету. Но у Юры есть огромадный газовый баллончик. Надеюсь, нам это не понадобится. Вообще вот здесь вот красотища. Солнышко пробивается. Такие тени. Свежий воздух, тепло. Просто красота. Неописуемая. Травка уже начинает тут все зеленеет. Солнышко блестит. И все в этом духе. Так, добрались, ребята. Значит, от дороги 2 километра от асфальта. Вон утка полетела, по-моему. Ага. Ну что, так визуально, на первый взгляд, дохлой рыбы не плавает. Не видно ничего. Ну и рыба здесь какая? Здесь гальян, ротан. Ага, утки вон летают. И еще курлыч тут где-то прям рядом слышно очень. Где-то сидят. Здесь можно половить живца. Но мы сейчас попробуем. И здесь хорошо отдыхать, наверное. Вот такое вот маленькое озеро здесь. Вода прозрачная. Ага, вижу, он плавает рыбка. Здесь вот бобровая плотина. Бобры загородили какой-то ручей, который впадает. Не знаю. Сейчас в связи с массовым замором рыбы на озере Протяжном были версии, что бобры виноваты, кто-то смеялся над людьми там. Ну, не знаю, бобры все равно вносят какую-то свою лепту вот в эти дела. Загородили ручей вот здесь вот. И вода сюда уже не так поступает, как до этого поступала, по всей видимости. Ну а по воде вода прозрачная. Уже видели одного ротанчика плавает, лягушка там какая-то, он прыгает. Тоже под водой. В поляризационных очках очень хорошо видно движение под водой. Ну все, сейчас пойдем размотаем удочки и попробуем кого-нибудь поймать. На берегу здесь столик, лавочки, он уже старинный, 1000 лет тут стоит. Я бы хотел отметить, что здесь довольно-таки чисто, мусора нет. И после себя мы тоже оставим здесь порядок. Я думаю, что сюда можно неплохо сходить с маленькими детьми в поход.
Вообще не пойму, кто курлыкает, но прям очень много. И по той стороне не пойму, то ли лягушки, то ли кто. Ну ладно, только добрались, сейчас посмотрим тут что как. Так, ребята, Юра сказал мне, выбирай приманку, на что будешь рыбачить. И достал кучу цветных коробочек вот таких. Здесь какие-то искусственные червяки, мотыли, личинки каких-то, не знаю чего. Ну, короче, мы будем рыбачить на искусственные приманки. Вот куча баночек косадака, что-то не пойми, что тут. Червь, новинка. Лайки Джон, что-то. Беркли. Короче, разные эти. Первый раз в жизни буду на это ловить. Так, Юра там на мормышку что-то ловит. И говорит, поклевка была, исход. Сейчас я тоже к нему присоединюсь. У меня, это как его, вот так давайте. У меня поплавочная удочка будет с поплавком, Юра мне сделал. А он ловит на мормышку. Мормышкой, теребонькой, это такое, наверное, более культурное слово сейчас подберу. И была у него поклевка. То бишь, ну, ротан, либо гальян, скорее всего, ротан. Все, я тоже побежал, сейчас что-нибудь поймаю. Надеюсь. Так, ребята, значит, выбрал я что-то, не знаю, взял вот таких вот черви. Достал, ну реально, такой прям как живой. Такой вот червяк. Уж небольшой кусочек отдевай. Да, сейчас это я маленький кусочек оторву и как-то его насажу. Первый раз делаю. Вот так вот, наверное, сейчас сделаю и попробуем что-то поймать. Ну, нужно будет с глубиной сейчас еще поэкспериментировать. Да, в какой-то смазке, то бишь обработан каким-то аттрактантом. А? На поплавок лучше будет. Они хочу на поплавок ловят, хочу на мормышку ловят. Опа! Попался, голубчик, первая рыба. Ура! Юран поймал. Значит, ну он ловит на мотыля, и у него вот такой вот клюнул гальянчик. Сейчас у меня этот поплавок сильно огружен. Надо сейчас отрегулировать, посмотреть. Может быть, сейчас тоже что-то поймаю. Есть! Жесть, ребята, я поймал его все-таки. Переделал удочку, снял груз, ну, один, потому что поплавок был сильно огружен. И поймал вот такого вот гальянчика на искусственного червяка. Ну, вот сейчас немножечко побалуемся. И хочу все-таки посмотреть, сходить, кто там курлычет. Здесь просто ужасно. Вокруг все шумит. Мне кажется, это какие-то птицы. Все, вот такой вот гальянчик. Опа. Ну, я думаю, что рыбалка налаживается. Еще один гальянчик клюнул.
Попался очередной гальянчик. Такой, ну, крупненький. Крупнее, чем два предыдущих, ребята. Все это значит, курлыканье почему-то либо затихает, потому что они перестают курлыкать, либо отдаляются. Ну, попробую сейчас сходить посмотреть в ту сторону. Не знаю, удастся что-то увидеть или нет. А потом, может быть, еще половим гальянчика. Вот курлыкало везде абсолютно, как бы, а сейчас только вон на другом берегу и почему-то затихает. Пойду посмотрю. Перешел на другую сторону, но пока переходил, все курлыканье здесь пропало. Каких-то птиц, улетающих, разбегающихся, я тоже не видел. Вон столик, где мы расположились. Здесь на этом берегу тоже есть стояночки. Деревья поваленные, погрызанные бобрами. Ну, курлычет, но где-то вдалеке. А когда мы только пришли, прям вот где-то вот рядом, кругом курлыкало. Там я не знаю, кто там эти, может быть. Ну, скорее всего, птицы какие-то. Ну вот опять курлычет, но непонятно где. Здесь вот на этом берегу рукотворный мостик. Я думаю, навряд ли бобры бы проволокой начали вот здесь вот перевязывать бревна. То бишь вот здесь вот с этого мостика кто-то приходит рыбачить. Лягушки греются, плавают. Присутствует тут небольшая глубина. Ну так-то не глубокое озеро, вот по крайней мере здесь. В середине-то не знаю. Ладно, что, возвращаюсь снова к удочке. Пойду попробую половить, еще поймать пару гальянчиков. Коль уж на спиннинг нельзя. Ну хотя вроде у нас спиннинг, но ловим мы на поплавочную удочку с одним крючком, как бы. Юра ловит тут в приглядку. Ротан, ага, захватил, ага, сейчас ротана вытащит. Жует, жует. Давай, тащи. Оба в приглядку прям. Ничего себе. Да, смотрите, вот такого вот ротана. Юру прям в приглядку здесь поймал. Отлично. Отпускай. Жадность сгубила. Ага, хороший такой. С ладошку. Искусственный мотыль у него там. И мормышечка небольшая, вольфрамовая. Да. Здесь такая солнечная сторона, здесь прозрак получше и видно. Видно, возле берега вода прозрачная, и в поляризационных очках видно, как маленькие гальянчики пытаются заглотить червяка. Но они просто настолько маленькие, что просто не могут его заглотить. А видимо, когда подходит чуть-чуть покрупнее, он уже уверенно хватает нашу приманку. Если уменьшиться по крючку и, может быть, на какой-нибудь на тесто, либо на опарыша, на настоящего, я думаю, стабильно бы клевали гальянчики. Вот такие вот. Ну, у нас нету, мы ловим на то, что у нас есть. К сожалению, камера была выключена. Тоже в приглядку удалось поймать маленького ротанчика. Я увидел его. Он стоял возле берега, как бы в траве. Я смотрю, стоит, притаился. Вокруг него лягушки плавают. Потряс у него перед мордой. И он схватил. Все, отпускаем его. Вот так вот, если походить и увидеть ротанчика, то если
его подразнить, он обязательно клюнет. Попробовал на хлеб что-то, было пару поклевочек, но ничего поймать не смог. Насадил искусственного вот опарыша сейчас, на нее тоже поклевок нет. Наверное, сейчас перейду опять к искусственному червяку. Ну или посмотрю сейчас в приглядку, может быть еще удастся где-то увидеть ротанчика. Тоже интересное занятие такое, прям у него перед мордой трясешь, и он атакует. Да, мы заживать. Опа! Да За не хвост. заживал. Ага, заживал. Сейчас заживал. Подсыкай. Оп! Вот такая вот рыбалка, ребята, поинтереснее будет, чем на поплавок. Ротанчик выходит греться ближе к берегу, тут помельче. И в приглядку отдай приманку. Мы его ловим. Такая рыбалка будет поинтереснее, чем на поплавок. Потому что на поплавок вообще перестало клевать, даже после того, как закормили точку мы там. Поэтому будем сейчас ловить вот ротанчиков вот таких. Вот еще один клюнул сейчас у меня. Ну, совершенно другая рыбалка, ребята. Очень интересно. Первый раз в жизни ловлю таким способом. Тоже его отпускаем. Далеко он не убежал, сразу же под первую же коряжку ближайшую спрятался. Юран сейчас завалил он какого большого. Здесь вот затопленные Клюет деликатно, если останавливаешь, он выпаливает. коряги, вот здесь вот бревна лежат. Все, он Юру его отпустил. Сейчас тоже попробую, может кто-то прячется здесь. Ага, есть. Была поклевка, там вдалеке кто-то клюнул. Смотри за шнуром. По шнуру скорее видно поклевку. Ага, вот он идет. Значит, останавливаешь, он выпаливает. Не, зажевывает потихоньку. Опачки. Забросил чуть-чуть подальше, ребята. Он шел за приманкой. Была поклевка, но он ее не схватил. А уже когда ближе к берегу подвел, и в приглядку я его поймал. И отпускаем его. Сейчас пока заходил. 15 метров кидает. А, вот ротан. Метров 15 кидает. Да, вот ротан стоит вот здесь. Сейчас это. Сейчас постараюсь его поймать. Сейчас вымотаю. А вот еще один прямо у меня под ногами. Ничего себе. Боюсь, что сейчас, если буду разворачивать камеру, я их спугну, ребята. Прям за камерой стоит ротанчик. Сейчас мы его попробуем поймать. Ага, все, съел и потащил. Сейчас он маленечко зажует, и я вам его покажу. Прям стоял за камерой. Вот он, ребята. Ловить и забирать рыбу в черте города, ну, я не знаю, ребята. Можно приехать, получить удовольствие, отпускать рыбу.
Ну и такая рыба, я не знаю, кому она нужна. Гальянчик, если только для живца, но тоже, как бы, ребята, мешками-то не нужно его ловить. Приехал, а вот еще ротанчик. Все, съел сразу же. То бишь, вот сейчас мы одного отпустили, и еще один ротанчик у меня клюнул. Прям не отходя от кассы. Я когда заходил в воду, немного спугнул их, они отошли от берега. Вот такая рыбка. Поймали, отпустили и снова ее поймали. Бесконечный кайф, ребята. Так, ну, пока визуально больше не вижу. Если бы были сапоги повыше, можно было бы подальше зайти и за бурьяном еще вот здесь вот потрясти приманкой. Ага, вот это среагировал ротанчик. Сейчас вот здесь, вот сейчас он его схватит. Есть. Зря не взял я крепление на грудь. Так-то, может быть, прям показал бы вам сейчас. Сейчас он зажевывает приманку. Я делаю подсечку. И показываю вам снова ротанчика. В принципе, не обязательно использовать какую-то там супер-пупер снасть, просто тонкая леска, прям к обычной удочке привязать или даже к палке, и вот ходить трясти возле коряжек, возле укрытий всяких, и будет клевать. Желательно иметь поляризационные очки, в них очень хорошо видно то, что творится под водой. И еще нужно быть аккуратными с лягушками, потому что лягушки тоже реагируют на приманки и хватают. А снимать лягушку с крючка — это еще то удовольствие. А лягушки вокруг меня вот просто кишат. Сейчас я постараюсь показать вам, как клюет ротан. Вот здесь вот прям подошел, сейчас такой хорошенький, крупненький. Сейчас я ему под нос подведу приманку. Вот он ее сразу же атаковал. Сразу же, хороший ротанчик. Дадим ему время, чтобы он ее заживал. И сделаем подсечку. Ротанчик большой, поэтому нужно поречь его вот так вот. О, какой! Это, наверное, самый крупный ротанчик. Вот такая зверюга клюнула, ребята. Опа, сейчас я его освобожу. Вот такой вот ротан клюнул. И пока переставлял штатив, видел еще одного. Ну, не знаю, сейчас если найду, то тоже его поймаю. А этого мы отпускаем домой. Если вы увидели ротанчика и потрясли у него перед мордой приманкой,
99,9% то, что он клюнет у вас. Очень интересная рыбалка такая в приглядку. Еще раз повторюсь, что суперснасти какие-то не нужны. Нужно просто, ну, тонкая леска и вот такая вот приманочка на мормышке небольшая. И ротан ее с удовольствием ест. Ну, продолжим. Сейчас, значит, происходит какая картина у вас за спиной, у меня перед глазами. Ротанчик пытается атаковать мою приманку, ну и также ее пытаются еще атаковать 3 лягушки. Сейчас самое главное дело не поймать лягушку. Ротанчик сейчас схватил приманку и ее выплюнул. Но пытается. Сейчас осторожный он очень. Второй раз выплевывает приманку. Очень осторожный. Возможно, это уже ротанчик был на крючке у меня или у Юры. Второй раз выплюнул и отвернулся. Попробуем его доловить. Третья атака. И опять выплевывает. Но все равно интересуется приманкой. Еще раз заглотил. И опять выплюнул. Да, наверное, лягушка, лягушка. Ага, еще один подошел ротанчик, этот посмелее. Сейчас 2 ротана смотрят на мою приманку. Промах. Ах, еще один ротанчик. Ничего себе, их тут целая куча. Они так маскируются. Но на приманку вышли. Сейчас постараюсь развернуть камеру, ребят. Чтобы не спугнуть их, я их... ну вот один сейчас заел. Там их 3 штуки. Один вот заел сейчас. Зажевывает. Делаю подсечку, и вот он. И там был еще 2, но они там так и стоят. Сейчас я этого отпущу. И там стоят еще 2 ротанчика такого же размера. Так, этого я снял. Вот, он сразу отреагировал, сразу же съел. Я ему под нос бросил приманку, и он ее сразу же съел. И вот еще один ротанчик у нас на крючке. Очень интересная рыбалка получается, лучше, чем на поплавок. Юра меня изначально обманул, дал мне удочку с поплавком, сделал, а сам ловил. Так, этого мы тоже отпускаем. И там в том месте был еще один. Сейчас попробуем его тоже доловить. Сейчас я его визуально потерял. Ну, потрясем в этом месте приманкой, и возможно он... Ага, да, вон он, я вижу его. Вот он схватил, зажевывает, выплюнул. Это, видимо, тот первый, который осторожный. Да, выплевывает, берет и выплевывает. Все, и не хочет больше есть. Видимо, он уже наколотый как бы крючком. И супер осторожность проявляет. Но приманка не... Он ее держит, опять выплюнул. Нет, не хочет. Ну ладно, оставим его в покое, пока он отдохнет. Потом, может быть, соблазнится. Сейчас ротан схватил. Сейчас я вам его покажу, если он не выплюнет. Выплюнул приманку.
ну такой крупненький. А когда я сюда подходил, отсюда уплыл огромадный ротан. Сейчас, ага, опять он схватил приманку. Сейчас попробуем его подсечь. Опа. Ребята, а когда я сюда подошел, вот такой вот, прям вот, зуб даю. Вот такой вот ротан отсюда уплыл. То бишь есть тут монстры. Вот такой вот, отпускаем. Да, если аккуратно подойти, или может быть делать забросики как-то вдоль берега, они прячутся прям вот возле травы, здесь тепло, уже прогревает солнышко, и они сюда к траве подходят, греются. Отпускаем его. И только сейчас я понял, кто это курлыкает, ребята. Это не птицы, это лягушки. У меня за спиной, возле того берега, их просто тысячи сидит. Вытащили голову из воды и кричат. У них, видимо, вот сейчас брачный какой-то период, и они там друг друга подманивают, туда-сюда с собой разговаривают. И просто вот это вот курлы-мурлы с той стороны разносится. Сейчас солнышко пригрело, и они снова тут прям вот курлыкают. То бишь это были не птицы. Все понятно. А вот и уж, ребята, которые охотятся за лягушками. Вижу уже третьего здесь. Природа оживает. Кто-то размножается, кто-то охотится, а мы ловим рыбу. Так, ребят, вот два ротана стоят у меня под ногами. Ага, один убежал, один вот стоит. Сейчас я попробую поймать. Опа. Есть. Делал переход очередной, вернулись они сюда. Как я и говорил, они выходят греться сюда поближе к берегу. Вот такой вот ротанчик, отпускаем его. А один убежал. Так, уже собираемся уходить. Сейчас я еще одного поймаю. Пока шел, вот заметил. Смотрю, стоит, вот он. Хоба. Плохо заглотил. Ну, давайте попробуем. Есть. Отлично. А, его еще одного вижу, ребята. Сейчас еще одного попробуем поймать. Еще одного вижу. Вот здесь он стоит в прогале. Опа, еще один. Так, его сейчас тоже отпустим. И пойдем сейчас собираться уже мы. Может быть, еще приеду. Вот такие ротанчики, ребята. Я не знаю, видно меня, не видно. Приманочка вот такая. На мормышке. Но не вижу больше пока визуально так. Ладно, все, пошлите. Ну все, закончилась у нас рыбалка здесь. Рыбка клевала, нет-нет. Попили чай, оставили за собой порядок. И сейчас пойдем посмотрим, как у нас там с соком.
Сейчас будем потихонечку выбираться отсюда. Так, чуть не прошел мимо бутылок с соком. Значит, вот первую, которую я ставил, целая набралась. А соседняя береза, там вообще чуть-чуть накапала. Вот, ну как бы и тому спасибо. Значит, набралось где-то, получается, 5 литров. И там литр, почему-то там плохо капало. Но одна целая бутылка есть. Отверстия, вот которые я сделал шуруповертом, просто затыкаем палочками. И все. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу сегодняшняя вылазка наша. Проверили Гадово озеро. Замора там не было. Гальян, ротанчик поклевывает. По пути нам удалось собрать 6 литров березового сока и небольшой пакетик сморчков. Юрик там что-то с ним приготовит, сделает. В принципе, вылазкой остались довольны. Рыбалка очень понравилась. Первый раз вот так вот я ловил в приглядку ротанов. Очень интересно. Вот, пока нерестовый запрет и на спиннинг там нельзя рыбачить. Будем заниматься вот какой-нибудь такой ерундой. Но сейчас, наверное, на платнике где-нибудь, возможно, попробуем на майские праздники выбраться и на платнике половить щуку. Думаю, так, наверное. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и до новых встреч. Пока-пока.